Перестала слушаться, мешала смотреть телевизор, плохо воспитала дочь, спросила про деньги, медленно готовила, не захотела заниматься сексом. Как вы думаете, что это? Да, это мотивы, по которым были убиты кыргызстанки мужчинами, чаще всего своими мужьями. Но вообще фемицид – это, во-первых, это убийство женщины, а во-вторых, как правило, это убийство совершается мужчиной, и в-третьих, совершается оно из-за каких-то дискриминационных, сексистских, гендерных, стереотипных установок. В прошлом году мы объявили большой национальный конкурс на поддержку медиаинициатив по социально значимым темам, которые можно было бы публиковать на разных платформах. Было поддержано около 14 разных проектов разного формата, и среди них проект исследования фемицид в Кыргызстане. Когда мы начали изучать открытые данные, мы поняли, что у нас есть только ограниченная статистика о преступлениях. И для того, чтобы, допустим, составить какой-то портрет убийцы или какие-то вообще выводы сделать, этой статистики, конечно, было недостаточно. Поэтому мы решили, что мы будем вытаскивать эти релизы, эти описания убийств из новостных сводок. И мы поняли, что, в общем-то, самая полная база, скорее всего, у АКПС. И мы создали порядка где-то 80 таких ключевых слов. Они включали такие разные паттерны, как убил жену, убита женщина, избил до смерти женщину, убил девочку и так далее. И мы пропустили эти ключевые словосочетания через нашу базу, и в итоге у нас отсеялось практически 53 тысячи новостей. Мы получили на выходе около 3000 пресс-релизов, которые так или иначе содержали какое-то упоминание об убийстве женщины или девочки. Мы с Аней разделились, каждую новость отсматривали по различным критериям, которые мы разработали, понимали, фемицид это или нет. И в случае, если мы это характеризовали как фемицид, мы этот случай заносили в нашу базу данных. Что касается эмоций, то когда мы изучали, да, действительно было невероятно сложно. Тогда у меня какой-то блок стоял, и я больше сейчас переживаю. Я не могу, во-первых, читать эту статью, во-вторых, когда я слушаю, смотрю на какие-то снова убийства женщин, мне сразу становится плохо, и я, конечно, вспоминаю те случаи, которые мы освещали, да. Для меня было невероятно попасть в компанию с такими СМИ, понимаете? То есть BuzzFeed, The New York Times, The Guardian, еще какие-то мощные такие мировые СМИ, и мы с ними в одной компании. Это просто невероятно, действительно. Это исследование важно с точки зрения актуализации очень важной проблемы в стране, темы насилия над женщинами. И это исследование также важно с точки зрения развития дата-журналистики, которая вот последние несколько лет, можно сказать, развивается, растет. И
получение этой награды для наших журналистов возможность дальше развивать эту сферу в стране, чтобы больше дата-журналистов анализировали другие темы, и больше историй, и больше тем, которые не всегда, возможно, обсуждаются, поднимались в средствах массовой информации.